Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня утром в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Сегодня утром в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в установленном порядке рассмотрели 26 вопросов, в том числе усовершенствованные законы Республики Таджикистан о доступе к информации о деятельности судов и об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, конституционные законы Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правовом статусе членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан об органах местного самоуправления, а также ряд законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в действующие законы. Наряду с другими вопросами повестки дня члены Маджлиси Милли обсудили проекты постановления правительства Республики Таджикистан о переименовании отдельных административно-территориальных единиц и населенных пунктов городов и районов Сагдийской области, Нурабадского и Сангворского районов. Члены Совета также всесторонне обсудили вопросы о ходе выполнения решений Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по рекомендациям парламента на темы состояния реализации закона Республики Таджикистан о государственной поддержке отрасли агропромышленного комплекса Республики Таджикистан, состояние медицинского обслуживания и соблюдения законодательства Республики Таджикистан о здравоохранении и организационно-правовые основы обеспечения здоровой конкуренции и защиты прав потребителей, проблемы и пути их решения. По вопросам, которые были рассмотрены на заседании, были приняты соответствующие решения Совета Маджлиси Милли. На этом заседании Совета Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан завершила свою работу. Сегодня в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустама Эмомали состоялось 7-е заседание Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. Сегодня в Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустама Эмомали состоялось 7-е заседание Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии с регламентом Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан депутаты Маджлиси Милли приняли постановление об утверждении порядка работы и избрания секретариата и повестки дня, состоящей из 22 вопросов. Депутаты Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в установленном порядке рассмотрели усовершенствованные законы Республики Таджикистан о доступе к информации о деятельности судов и об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, конституционные законы Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правовом статусе членов Маджлиси Милли и депутатов Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан об органах местного самоуправления, а также ряд законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в действующие законы. По этим вопросам выступили председатели комитетов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Рахмон Дильшот, по аграрным вопросам занятости населения и экологии Курбон Акимзода, по социальным вопросам охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди молодежи и женщин в обществе Гулзода Махмадшо, по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Фарход Рахими, по экономике и коммуникации Шариф Джон Джумазода и озвучили заключение комитетов по рассматриваемым законам. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустама Эмомали в ходе обсуждения закона Республики Таджикистан о внесении изменений в закон Республики
Республики Таджикистан об упорядочении традиций торжеств и обрядов в Республике Таджикистан обратил внимание генерального прокурора и директора Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией на обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства в области упорядочения традиций, торжеств и обрядов, особенно должностными лицами и предпринимателями, и поручил принять эффективные предупредительные меры в этом направлении. Наряду с другими вопросами повестки дня члены Маджлиси Милли обсудили предложение правительства Республики Таджикистан о переименовании отдельных административно-территориальных единиц и населенных пунктов городов и районов Сагдийской области, Нурабадского и Сангворского районов. В ходе 7-й сессии Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан были приняты соответствующие постановления о поддержке законов и по другим рассмотренным вопросам. На этом 7-я сессия Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва завершила свою работу. Сегодня председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Федерации футбола Таджикистана, уважаемый Рустам Эмомали, принял президента футбольной ассоциации Катара Хамада бин Халифа бин Ахмада Аль-Тани. На встрече были обсуждены вопросы, связанные со спортом, в частности футболом, и его развитием в регионе. Уважаемый Рустам Эмомали приветствовал визит высокого гостя в столицу страны Душанбе и выразил удовлетворение отношениями между Таджикистаном и Катаром в области спорта и других сферах. Было подчеркнуто, что благодаря политической воле глав двух стран, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и эмира государства Катара, шейха Тамим бин Хамада бин Халифа Аль-Тани, развивается многоплановое сотрудничество между двумя странами. В ходе встречи президент футбольной ассоциации Катара Хамада бин Халифа бин Ахмад Аль-Тани высказал свое мнение о сотрудничестве в области спорта. В области футбола между Республикой Таджикистан и государством Катар, отметив, что будут приняты конкретные меры для развития отрасли. Затем было подписано 5-летнее соглашение о сотрудничестве между Федерацией футбола Таджикистана и футбольной ассоциацией Катара, который предусматривает обмен знаниями и опытом, программы наблюдения и мобилизации, наращивание потенциала, тренировочные сборы и товарищеские матчи. Встреча прошла в атмосфере искренности, дружбы и взаимопонимания. Сегодня под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода состоялось очередное заседание Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания коронавируса COVID-19 в Республике Таджикистан. Республиканский штаб по усилению противоэпидемиологических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания коронавируса COVID-19 в Республике Таджикистан принял соответствующие постановления, в том числе усиление координации деятельности соответствующих министерств и ведомств в области надзора за соблюдением населением правил личной и общественной гигиены, надзора культурных и сервисных центров, принятие предупреждающих и противоэпидемиологических мер во время проведения свадеб, торжеств и ритуальных погребальных церемоний. Также с целью предотвращения распространения инфекционной болезни коронавируса COVID-19 принятие необходимых мер во время международных полетов. Из Китайской Народной Республики в Таджикистан в виде помощи доставлено 300 тысяч вакцин «Коронавак» против COVID-19. Вакцины, которые предусмотрены для иммунизации населения Республики Таджикистан для предотвращения инфекции коронавируса, доставлены в нашу страну специальным чартерным рейсом. В международном аэропорту Душанбе на церемонии принятия вакцины приняли участие заместитель премьер-министра страны Матлубахон Саторион, чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан Любин, представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и другие официальные лица. Вакцины доставили в нашу страну специальным чартерным рейсом. Из Китайской Народной Республики в Таджикистан доставлено 300 тысяч вакцин «Коронавак» против COVID-19. Китайская Народная Республика и Республика Таджикистан являются надежными стратегическими партнерами. В этом ключе между двумя странами в последние годы еще больше расширяются экономические и социальные связи, реализуются крупные проекты. Представители правительства Республики Таджикистан, выразив благодарность Китайской Народной Республике, отметили, что двусторонние и многосторонние отношения Таджикистана и Китая, год от года интенсивно развиваясь в рамках политики глав государств, вышли на новый качественный уровень сотрудничества.
Было отмечено, что после согласования сторон, оформления документов, а также поиска условий для перевозки вакцин по инициативе правительства Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики, а также при технической поддержке общества с ограниченной ответственностью горно-промышленная компания Таджикистана и Китая, удалось доставить в Таджикистан 300 тысяч доз вакцин CoronaVac Китайской Народной Республики и одноразовые шприцы в объеме 300 800 единиц. В дальнейшем также в целях предотвращения инфекционного заболевания COVID-19 и иммунизации населения поэтапно в Таджикистан будут поставляться вакцины. Следует отметить, что с первых дней появления и распространения COVID-19 в мире правительство Республики Таджикистан приняло все необходимые меры для защиты здоровья граждан страны, что дало заметные результаты. Населению страны необходимо с целью предотвращения и нераспространения COVID-19 соблюдать личную и общественную гигиену. Вместе с тем было отмечено, что современная наука доказала, что распространение коронавируса можно предотвратить путем вакцинации. Необходимо отметить, что доставленная вакцина будет храниться на специальных складах Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, и согласно национальному плану предусмотренные слои населения будут поэтапно вакцинироваться. Напомним, что до сегодняшнего дня 116 341 человек приняли первые дозы, 15 034 вторые дозы. В целом вакцинированы 132 075 человек. Карим Хайдар, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.